Я Карачаевка. Я Карачаевец. I am Karachay. Ben Karaçaylıma. I'm Karachay. Ben Karaçaylıma. Я Карачаевка. Ben Karaçaylıma. Ben Карачайлыма. Я Карачаевка. Я горжусь тем, что я Карачаевец. Я горжусь тем, что я Карачаевка. I am very proud that I'm Karachay. Ben Karaçaylı boğanama bek kullanama. And I'm proud that I'm Karachay. Ve kuanama Karachay boğanın tüm. Я горжусь тем, что я Карачаевка. Ben Karaçaylı boğanıma öktenlengen etem. Ben öktemlimen. Karaçaylı boğanım için. Я горжусь этим. ACBA organization was established in 1989. Карачаевская американская организация АКБА была основана в 1989 году мигрантами, приехавшими из Турции или из Кавказа. Они все объединились и образовали небольшую группу людей, около 1000 семей, и решили создать организацию, которая помогла бы сохранить для будущих поколений язык, традиции и культуру карачаевского народа. И, конечно, нужно было выбрать помещение. И вот со дня основания АКБы 1989 года мы продолжаем работать по сей день, до 2014 года. Община выкупила здание и начали разрабатывать уроки национальных танцев, таких как лезгинка, например. Пригласили преподавателей из Кавказа и из Турции, спасибо им тоже. И начались уроки танцев трижды в неделю. Затем последовали уроки родного языка и уроки карачаевских обрядов и традиций. И это весь путь, который мы проходили, развивались год от года. Здесь, в АКБе, все дети собираются вместе, имеют возможность познакомиться друг с другом. Вы знаете, США очень большая и разнонародная страна. Здесь легко потеряться, легко потерять свои корни и традиции. И это то место для тех 80-100 ребят, что дает возможность расти вместе, зная о существовании друг друга. И АКБА помогает людям быть вместе. Благодаря АКБе, благодаря всему тому, что наши земляки сделали для общины тогда, сегодня мы не потеряли наши традиции. Огромное количество молодых девушек и парней карачаевцев поженились друг на друге и образовали новые семьи благодаря этому месту. Ежегодная оплата на ребенка за год составляет всего лишь $300, и это очень хорошая цена, потому что эти дети – члены общины. Мы не собираемся зарабатывать деньги на них, мы только пытаемся сохранить культуру и традиции народа. И каждый из нас, кто работает здесь, в АКБе, включая и меня самого, работает бесплатно. Никто из нас не зарабатывает здесь денег. Все это делается для общины. Nobody's here to take money or make money. Everybody's here for a purpose. I'm dreaming of living a happy life. Я хочу прожить счастливую жизнь. Счастье для меня заключается в том, чтобы прожить как можно более спокойную жизнь, без стрессов. И самое главное — найти то, в чем именно твое счастье. Если у тебя в сознании возникают мысли вроде той, что ты несчастен, что у тебя тяжелая жизнь, вспомните просто о том, через что прошли ваши бабушки и дедушки, через что прошли ваши родители, депортации, войны, и это заставит вас оценить по достоинству сегодняшний день и то, что вы сейчас здесь. Также моя мечта — вырастить моих детей в карачаевской культуре, чтобы они прожили счастливую и успешную жизнь. И для меня счастье заключается не в том, чтобы заработать кучу денег, а в том, чтобы прожить радостную жизнь со своими родными людьми. А еще я мечтаю в один прекрасный день съездить на Кавказ и провести там много времени, встретить своих родственников Кипкеевых. Мой брат ездил туда и встретил всех их. И думаю, сейчас мой черед поехать на Кавказ.
right hand, do you try to incorporate the bass right away, or do you do it separately first and then put it together? Like what works better? I learn the right hand, then I incorporate. I'm a music teacher, like I said. That's my main source of income. Я учитель музыки. Это мой способ зарабатывания на жизнь. Это моя профессия. Я занимаюсь преподаванием музыки в течение нескольких последних лет. И с каждым годом все больше и больше ухожу в эту сферу. Мне было 9 лет, когда я начал танцевать. Я начинал заниматься с учителем танцев. Его звали Хаджи Мурат. Он был моим наставником, и именно он вдохновил меня быть активным приверженцем национальной культуры. Когда я сам стал преподавателем танцев, я подумал, почему мы не соберем свою музыкальную программу? Мы сделали это, и это было очень здорово. Кроме танцев, мы обучаем игре на гармошке, на барабане. И могу сказать, что национальные танцы и музыка одинаково популярны у учеников, что сильно радует меня. Главная трудность моей деятельности заключается в том, что ты должен посвящать преподаванию огромное количество времени и отдавать много сил, потому что занятия проходят 3 раза в неделю, а ближе к представлениям и того чаще. Я здесь почти каждый день. Но даже если приходить сюда 3 дня в неделю, знаете, то количество времени, которое ты проводишь здесь, обучая танцам, сочиняя музыку, забирает довольно-таки много сил. Even though, I'm here teaching 3 days a week, the time and the energy that you have to put into preparations and the choreography and, composing the music is very, it does take a lot out of you, but, because I'm so passionate about this, Но мне настолько сильно нравится моя работа, я настолько сильно люблю преподавание, танцы, музыку, культуру и та энергия, которую я получаю от детей. Это то, что позволяет мне идти дальше и продолжать работать. И это заметно не только и не столько в танцах или в музыке. Вы знаете, лучше всего можно узнать о чьей-либо приверженности к культуре, когда изнуренные, уставшие ученики приходят в зал, вместо того, чтобы идти домой и спать. И они продолжают приходить. Многие из них говорят на карачаевском, многие понимают традиции. Они знают карачаевские танцы и музыку. И это прекрасно видно, когда смотришь их выступления. И невозможно не заметить их любовь и интерес к нашей культуре. So I feel that the young people are still committed. И поэтому я делаю вывод, что молодые карачаевцы, которые выросли в США, по-прежнему привержены к культуре народа, и они не потеряли и не теряют национальную самобытность, как некоторые люди думают. Конечно, в любой культуре есть люди, которые полностью ассимилируются в другую культуру. Некоторые меньше. То же самое происходит и с нашей культурой. Но молодые люди, которые здесь, не были бы здесь, если бы им было все равно на то, что они карачаевцы. И у меня есть очень простая мечта. Мне бы хотелось, я рассказал об этом своим студентам, присутствовать на представлении танцевальной группы,
когда я уже не буду здесь работать, и мне бы хотелось просто сидеть в зале среди зрителей и наблюдать прекрасный результат своих трудов. Приехала по гостевой и осталась. Приехала к дочери. Она приехала сюда с ансамблем Мингетау. И так как у меня здесь 3 дяди были, она у них осталась. Вот. Она вышла замуж, и так как она у меня единственная, я приехала за ней. В Учкине я работала в электронном заводе, на электронном. Вот. И это. А здесь устроилась поваром. Я, честно, даже ничего это не знала, но сперва я пошла работать в русский ресторан. Попросилась, говорю, возьмите меня хоть посуду мыть. Они говорят, нет, возьмем помощником повара. Вот, я говорю, какой же с меня повар, если я вообще ничего не умею? Нет, научишься. Так вот, с этого ресторана потом перешла сюда, так как здесь наш свой парень Узденов Шахпи, с женой, это ихний бизнес. И не успеваю готовить целый день. Это просто ужас какой-то. То хачины, то чебуреки. Наши вот эти карачаевские хачины обожают. У нас покупают и русские, и наших своих тоже очень много карачаевцев. Сами звонят, не успевают, так как все же работают кто где. И вечером забегают, покупают и едут. Ностальгия по своим хачинам, по чебурекам, они это всегда едят. А, еще селедку под шубой любят. Каждый год. Всей семьей мы ездим. Квартира сохранилась, все там. Ездим, потому что скучаем по родным, по близким, по друзьям. Вот. Так что всем, кто меня видит, большой привет. Очень скучаю. В этом году тоже собираюсь поехать. Ностальгия, конечно, по своей стране огромная, огромная. Потому что все хорошее было там. Здесь только работа, 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 работа. Вот. Ну, зато ребенка выучила. Ребенка выучила. Так что не знаю. Bunun için etli tartılan kıymadan ete biz. Мы делаем эти колбасы из мелко нарезанного мяса в соотношении 80% мяса, 20% жира. Ben Türkiye'de Eskişehir'den gelgenme. Я приехал из Турции, города Эскишехир. Приехал по приглашению брата, живущего здесь. Приехал в октябре 1984 года. И началась в Америке борьба за выживание. Здесь сразу приходит осознание, что отдых закончился, что ты должен работать, причем работать тяжело, чтобы выжить. Правда, когда я увидел дороги, манеру вождения, уважение к другим народам, настроение улучшилось. Здесь, если ты будешь вежлив с людьми, люди также будут хорошо относиться к тебе. По мне так не важно, кто ты, черный или белый, или национализма быть не должно. Это даже мусульманская религия осуждается. Bana göre yoktu. Olmazga da gerekti. O dinimizde de nemetüldü. Ayrımçılık etken. Aleykümselam. How are you, brother? Elhamdülillah.
Анда өскен сатта, bunu mən Kafkasqa varğanda da xabarını aytqan edim. Когда мы жили в Турции, кстати, я это рассказывала, и когда ездил на Кавказ, любые некрасивые поступки осуждались. Мы говорили, если бы это случилось на Кавказе, невозможно было бы даже в глаза людям смотреть. Вот я это рассказываю, и мурашки по коже. Настолько мы уважали свою историческую родину и жили надеждой туда вернуться. Также интересный факт. Мы жили группой и никогда не смешивались с турками. Если посмотреть со стороны, вроде жили в одном государстве с ними, исповедовали одну религию, но как-то удавалось сохранять свою культурную самобытность. Также жестко осуждался брак карачаевской девушки или парня с турком или турчанкой. Aynı nemede kralda yaşaysa, kesibizin aladan kengde tutup, bek köp zamanlı alabla üllük kız algan, kız bergen, Allah izatlarını da etmeyin. Biz ne elden biri Türkiye kızın bergen etti. Был один карачаевец, который выдал свою дочь за турка, так его семью все игнорировали, не ходили к нему ни на торжества, ни на похороны. Весь народ отвернулся от него, настолько все было строго. Что отличает карачаевский народ от остальных? То, что мы вместе. Мы вместе в радостный день. Мы рядом друг с другом в день скорби. Это первое. Второе, мы народ, который знает, что такое честь, благородство и придерживается этих понятий до конца. На мой взгляд. Умение уважать друг друга. Вот эти качества достойны того, чтобы любить свой народ и высоко ценить. Я приехала сюда учить английский, то есть улучшить свой английский и поехать обратно в Лондон. Мне нужно было получить TOEFL тест, чтобы продолжить учебу в Англии, и для этого я сюда приехала. Планировала здесь оставаться только на 3 месяца и поехать обратно в Россию, а потом уже там, к сентябрю в Лондон. Но Калифорния, как в песне Hotel California, входишь, но обратного выхода нет. Но, родилась и выросла в станице Сторожевой. Это все было абсолютно нереально. Для меня с нашим менталитетом, ну, с родственников, ну, мама с отцом были, в принципе, они даже, может быть, и не догадывались, что все так настолько плохо. Я провела детство в своей комнате, пела в расческу перед зеркалом, вот, и так далее, и так далее. Но я как бы не рассматривала, что я могу стать кем-то. Много чего произошло в жизни, и, в принципе, и поступила-то я в Ставрополе в СГУ. Так что как бы с музыкой ничего не связано. Но когда я училась на 3-м курсе СГУ, я смотрела теннис по спортканалу и увидела, Марат Сафин играет в теннис. И он вышел вот Australian Open, это одно из больших этих событий для теннисистов. И он вышел туда играть впервые после большой травмы, после операции. Никто не думал, что он сможет вообще выиграть. Но я смотрела его игру и понимала, что он играет настолько изо всех сил. Вот он вообще не думал, если он упадет и умрет, он бы мог умереть. Он не думал об этом, он просто играл. И я поняла, что он это делает только из-за любви к своему делу. Я подумала, а что я делаю из-за любви к своему делу? Просто вот сейчас лежу на диване и смотрю спортканал и восхищаюсь людьми. А у него тоже одна голова, 2 руки, 2 ноги. Я подумала, почему мне не попробовать? Я пошла на кухню, маме сказала, мам, я летом уезжаю в Москву. Я хочу поступать в Гнесинку
пробоваться на где-то. И хочу петь. Мама сказала, ты сошла с ума, подожди, нам нужно... Ну, естественно, мама сказала, мам, так, я еду с тобой. Ну, единственное, что она могла сказать. Я пробую себя в кино. До этого момента я еще выступала на всяких мероприятиях, там свадьбы, дни рождения, рождение ребенка, такие вот вещи. Выступала с группой музыкантов. Через некоторое время мне это все как-то... Ну, я поняла, что это не совсем мой уровень. Я бросила это. Сейчас вот пробую себя в кино. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Когда я прихожу домой, ну, у меня очень часто бывает, что вдохновение ко мне приходит после 9, так скажем. Уже когда нельзя очень-то и шуметь. Но у меня уже соседи привыкли, и вот у меня часто бывает, что вот так вот я сажусь, у меня там маленькая меньше, чем мини-студия. Ну, мне этого хватает, у меня микрофончик, колоночки. И репетирую, новые песни пробую писать свои какие-то вещи. Очень сильно разочаровало это. Я ожидала, что голливудские вот эти звезды, которые на этом, я думала, что по ним нельзя ходить. Оказалось, что по ним не только ходят, но там и сидят бомжи, и очень, не очень чисто там. Вот это меня очень сильно удивило именно относительно Голливуда. Есть вещи, которыми я горжусь. Это, наверное, в первую очередь, это уважение к старшим, к родителям. А я всегда это подчеркиваю, всегда рассказываю своим друзьям, американцам и тем, кто не знает, кто такие карачаевцы. Это очень важно для меня. Есть вещи, которые не очень-то и... вот мое мировоззрение, они никак не вписываются. Это некоторые традиции. Наверное, по большей части это такое любовь к показаться вот именно в материальном вот таком аспекте. Это иногда, я думаю, вот это вот у нас такой небольшой такой минусик. Но это есть у всех, у многих кавказских национальностей. Вот такой браслетик, на камеру покажу. Зелененький вот этот. На нем написано «Proud to be Карачай» на английском. Переводится как «Горжусь тем, что я карачаевец». Это мне досталось из Агбы, здесь, в Нью-Джерси. Я ношу его, не соврать, вот каждый день. Это мне напоминает, я и так помню, но это как бы такой момент, когда кто-то спрашивает, а какой ты национальности? И почему-то очень многие догадываются, что я из России, но я не русская. И они понимают, что, у тебя черные волосы, значит, из России. Кто ты из России? Я тогда говорю, вот видите, так как очень сложно произнести это слово для американцев, это вот видите, смотрите. It's a new day, it's a new life. It's a new day, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.
I was born in Germany, and my family was able to either immigrate to US or go to Turkey. Я родился в Германии. В то время у моей семьи был выбор – мигрировать в США или Турцию. Большинство карачаевцев переселилось в Турцию, и только 3 двоюродных брата моего отца решились уехать в США без семьи. Они тогда были молодыми парнями. So we ended up in Turkey around 1950 or so, and then around 1963. Наша семья уехала в Турцию в 1950-х годах. Наступает 1963, и моя семья решает отправить меня учиться за границу. Я очень хорошо преуспевал в математике, каждый раз одерживая победу на туринских олимпиадах. Семья решает отправить меня в Германию на обучение, но их отговаривает мой дядя. Он решил, что лучше будет для меня учиться в США, где я позже и оказался в конце октября 1963 года. Я приехал в Нью-Йорк. Год спустя сюда переехал мой дядя, и уже позже, много лет спустя, наконец мигрировали мои родные. В Нью-Йорке я поступил в один из самых сильных школ с математическим уклоном и продолжал одерживать победы на олимпиадах. Затем окончил Колумбийский университет, здесь же, в Нью-Йорке, защитил докторскую и стал профессором в Йельском университете. And then I became a professor at Yale after doing some postdoctoral work, and then I decided to move back to New York. So I took a job with City University and here at Rockefeller. После защиты решил вернуться в Нью-Йорк и найти работу здесь, в университете. Я спросил, смогут ли нанять меня на пожизненной контрактной основе, и они ответили «да». Это означает, что они никогда не смогут уволить тебя, что у тебя есть работа на всю оставшуюся жизнь. У меня есть огромное количество студентов, которых я впоследствии сделал профессорами. Я был их наставником, и теперь они работают во всех частях земного шара. Также я всегда, сколько себя помню, писал стихи. И всего лишь пару лет тому назад несколько моих друзей из Испании пригласили меня на чтение в кафе в Нью-Йорке. Они знали, что я пишу стихи, но только для себя, и что я никогда не публиковался. И одна из них, ее звали Маделин Меллин, пригласила меня прийти почитать мои стихи в кафе. Там я встретился со Стэнли Баккар и парой других хорошо известных американских поэтов, и они каким-то образом уговорили меня опубликовать мои стихотворения. Так все и началось. Что для меня быть карачаевцем? Ну, я вырос в карачаевской общине в Анкаре. Это была небольшая группа людей, но они все время собирались вместе, все время пели карачаевские песни, старинные песни со времен их молодости. Я вырос на этом с моей бабушкой. Just grew up with them, with my grandmother, and then you cannot deny what you are. И ты не можешь отрицать свое происхождение. Ты есть то, что ты есть. И могу точно сказать, что если есть талантливые карачаевские дети, которым интересна математика и другие точные науки, они могут найти меня здесь, и я помогу им, чем смогу. Bir Karaçaylı'ya tabii tohumların bula bula hep sayılık tülmede tekeleden ibaret. 11 карачаевцев было. Сейчас уже не смогу вспомнить фамилии. Был Тикеев, Амыр был, а также были несколько чеченцев. Затем чеченцы уехали, и эта мечеть осталась нам, карачаевцам.
Сюда приходят наши, турки, арабы и молятся. Перед этим у нас была мечеть поменьше. Там немного людей умещалось. А так как карачаевцев становилось все больше и больше, и когда мы уже не умещались в одну мечеть, взяли эту. Теперь люди ходят и туда, и сюда. В пятницу здесь собирается до 1000 молящихся. Cuma günleri bayağı minüsünde bir adam gelip namaz kıladı. Bayram günleri 3 aylarında kılabız namazını. Allah bir köp buğandılar. Karaçaylılar da, Türkliler de, kim olsa da, Çerkezler de, Çeçenler de vardılar. Köp cemaat gelip namaz kılabız. İnsan neslinin devamı ve meşru bir şekilde çoğalması bu kuruma bağlı. Kur'an-ı Kur'an öğretedi. Hocamız Предводитель учит нас молиться. Бывает, что организуем праздники. Например, для детишек организуем шары, качели, чтобы они могли играться, чтобы понимали, что для них делает мечеть. Мы работаем тяжело. Все, что в наших силах, мы делаем. Мне было обидно, сейчас вроде привык немного, что обесценивают карачаевские танцы. Например, в Турции мы могли танцевать с вечера и до раннего утра, а здесь сначала танцуют по-американски, затем по-турецки, и только, может, на полчасика организуют карачаевские танцы. И все. Я, например, переживаю по этому поводу. Если мы, карачаевцы, почему мы должны танцевать, как другие народности? Давайте будем придерживаться своей культуры. Мне кажется, карачаевская народность и религия ислам тесно связаны. Помню воспоминания из детства. Когда нужно было решить какую-нибудь проблему, мы все собирались вместе и решали ее. И также в другом были честь и благородство, уважение к окружающим, к жене, детям, к родственникам, гостям. Но здесь мало-помалу, надеюсь, не потеряем совсем, но все меньше и меньше остается. Самое главное в жизни — это быть мусульманином. Это даже важнее, чем быть карачаевцем. На втором месте культура. Что у нас есть, кроме культуры? Я так думаю. Наша манера одеваться, наши танцы, уважение друг к другу — это и есть наша культура. Если я карачаевец, то почему я должен стесняться этого, как та змея, которая скинула с себя кожу? Я очень рад тому, что я карачаевец. 1998'de geldiğini, biz geleli 16 yıl oldu. Olup burada az kalgandı. Мы приехали в 1996 году. Не могу сказать, что я был в восторге от Америки. Так же, как и не могу сказать, что она мне не понравилась. Приехали и попытались обосноваться на новом месте. Здесь легкая жизнь. В Турции жизнь была тяжелее намного. Мы жили в горах. Здесь сыновья бегают, работают. Мы сидим дома, учим Коран, делаем намаз. Чем нам еще заняться? В числе самых больших достоинств Америки ее дороги. В Нью-Йорке дома. Также хорошие продукты питания, кухня. Всего в достатке, в большом количестве. Но как ни крути, скучаешь по родным местам. Поэтому мы стараемся ездить. Если не каждый год, то через 2 обязательно. Я приехал из Киргизии. Родился в Киргизии, город Чолпан-Ата, Иссык-Кульская область. У нас когда-то, когда я учился high school, это было турецкий лицей. Тогда, ну, по-английски high school, можно сказать, лицей. В городе или в стране проводились, не знаю, как сказать по-русски, конкурсы фонда Сорос. И я пошел туда и выиграл scholarship и приехал в Америку. Мне тогда уже было 16 лет. Я приехал в Нью-Йорк жить
меня был Нью-Йорк. Вообще огромный, великий, чудесный город. Там небоскреб. Я когда ходил вот так вот, смотрел. Но не было никогда времени понять, где я нахожусь. Там, где учеба, где работа. И вот до сих пор так живем. Я работаю здесь в Developer Express как Chief Operating Officer. Это функция, которая в мои обязанности входит помогать президенту компании во всех разных делах. Я очень сильно увлекаюсь языкознанием и лингвистикой, и как бывает время, и в основном уклон на античные языки, латинский. Я жил чуть-чуть в Нью-Джерси, 4-5 лет Нью-Йорк, а потом Калифорния. И между этим годе где-то Вашингтон Стейт. Америка разная от штата в штат, от человека к человеку. Америка совсем другая для тех, кто живет в Калифорнии, где мы сейчас находимся, или тех, кто живет в Нью-Йорке, совсем другая, чем Америка для тех, кто живет в штате Юта, например. У тех, кто приезжают первое, второе поколение, больше сил, больше заряда, больше стремления и желания сделать жизнь лучше для себя и для своих близких и для своей семьи. Самая уважительная черта иммигранта, приехавшего в Америку, это не бояться работать, не бояться никакой работы. Самая уважительная черта человека, который приехал сюда, начал мыть полы, а потом через какие-то годы все лучше и лучше и лучше жизнь делает себе и для своих близких. У карачаевцев много красивых традиций, которые было бы изумительно другим народам принять. Например, вот, уважение к старшим. Я не могу здесь объяснить человеку, который давно, еще родители эмигрировали в Америку, что за родителями нужно следить, когда они постареют. Когда родители молодые, они следят за ребенком. Когда родители старые, ребенок следит за родителями. Это закон, который не обсуждается, не оспаривается у карачаевцев. Это факт, это так есть, так жизнь, так построена природа. Здесь это не так, по-другому. Немножко странно видится, когда наоборот что-то. Такая черта у карачаевской нации очень изумительная. Можно взять что-то интересное из прошлого, где предки пытались что-то сделать. Но это не значит, что это будет определять народ. Что будет определять народ, это то, что сейчас делаем. Какие стихи пишут, какие фильмы делают. Это же искусство, это же арт. Что мы сейчас делаем для самих себя? Как мы живем? Живем ли мы в прошлом, опираясь на наши беды, на изгнание и через все, что прошел маленький народ? Или мы создаем все заново, как люди на этой планете? During this past year also holds the highest level of USSF coaching licenses. 5 yılında futbol oynayıp başlama sabi olan zamanda Olimpik takımda oynayan
Я играю в футбол с 5 лет и дошел до профессионального уровня. Представлял сборную США на Олимпийских играх. Играл в команде, где когда-то играли Пеле, Бекенбауэр, что, конечно же, вдохновляло меня. Сейчас я занимаюсь тренерством, тренирую для сборной Америки по футболу. К тому же мы начали новое, как мне кажется, очень полезное дело. Открыли школу по футболу мирового уровня. Организовали красивые поля, разработали хорошую программу. Летом мы тренируем на полях, все лето проводим на открытом воздухе. Каждую неделю тренировки посещают 21 тысяча детей. У нас занимаются мальчики и девочки с 5 до 17 лет. Тренируются 5 дней в неделю с 9 до 3, по вашему российскому времени до 15 часов. Belki ilgi programda ilgi öğretebiliriz abilerini. Bu koçlar da Amerika'dan vardı, Brazil'dan vardı. Занятия детям нравятся. Мы приглашаем тренеров из США, Бразилии, Испании. Я постарался собрать самых сильных тренеров. В общем счете занимаюсь тренерством около 25 лет. Futbol oynaganda aynı zamanda avukat da bo'lganman. В свое время также отучился и стал адвокатом. Футбол мне помог в моей адвокатской деятельности тоже. Да, работа адвоката очень хорошая, но футбол я люблю больше, так как это игра. Когда я слышу слово «карачаевцы», в моем сознании возникают образы красивых людей, живущих на нашей красивой земле. Мой совет таков: будь то в спорте, либо в другой деятельности, ты должен выкладываться на все 100, должен работать усердно и должен быть самым лучшим в своей профессии. И если тебе удастся добиться успеха в одном деле, ты будешь удачлив и в других сферах жизни. По крайней мере, в моей жизни было так. Здесь детей я учу таким образом и думаю, что и карачаевцев тоже должно быть так. Также есть огромная необходимость приспособить к спорту карачаевских детей. Ведь среди нашей молодежи полно талантливых детей и подростков. Единственное, что мы можем и должны сделать для них, это дать знания. Если будут знания, карачаевские дети справятся с любыми трудностями. И я был бы рад помочь им в этом. Также я рад тому, что родился карачаевцем. Я не жил на исторической родине, но отец и мать постоянно рассказывали нам про жизнь там. И мы постарались вобрать в себя то самое лучшее, чем дорожит народ. Я много раз ездил на Кавказ, но, боюсь, этого недостаточно. И радуюсь каждый раз, как выпадает возможность съездить снова. Hoş geldiniz. Мне 12. Я играю на пианино, на гитаре и учусь играть на скрипке.
Я делаю карате, я буду играть в баскетбол, и я на команде плаваю. Я учусь по-карачайскому разговаривать, но я на акпу хожу, стараюсь там учиться танцевать. Карачайской культуры мне нравятся песни и там карачайская музыка, как там на гармошке играют и как они на барабане играют. Когда я слышу слово «карачай», я думаю о своей традиции, о своей родине, о России, России. И что там как бы Мингитау и Эльбрус и Малкарцы там тоже. Чё, теперь я настоящая карачайка. О чем я мечтаю? Может быть, где-нибудь выступать, петь карачайские песни. Может, на Бродвей там выступать. Мне больше всех песня нравится «Турнала». Боз bulutlar kaç öcelge boysunna baradela kıblata başım aldan çirmalallah minni taunu boynuna kömüçümay karaydıla başından bulutlağa tirelmezge güreşe dev sadakni uçuk ibik tizelip birbirinden hapar bile söyleşe kalmasın de ongusuzrak üzülüp siz uçasız kıbla taba turnala sakal ete kanat kava kıçıra bir közüdeki sokanca zurnala yürekleye takırlıklı çakıra siz ne kanat tübegizde curtuvuz uşamaydı sizge meni cazım bugün kanat tübünde mecurtumu ve eskertet kesin olkan cazım kim biledi endisizliğin en cavız kaydmay kalır cazbla birge tavla. Если мне бы дали возможность как бы родиться в другую культуру, я бы той же самой культуре была бы. У нас свой уровень, как бы мы знаем, что надо всех уважать. Siz kaytırga tavlada da nençabız kete bara suklanırla sağlağa kete bara. Я обязательным образом буду сокращаться замуж. Kete bara suklanırla sağlağa.
Ben 40 yıl oldu Amerika'ya geldi. Türkiye'deyik. İşlerine geldik. Kaldık gittik bulayda. 40 лет исполняется, как я приехал в Америку. Родом я из Турции. Приехал поработать и остался. Если бы у меня там, в Турции, были бы деньги и возможности, я бы никогда бы не приехал в эту страну. Конечно, здесь мы начали жить, начали зарабатывать, но до конца прижиться не смогли. Здесь по-другому все. Например, нет обычая ходить друг к другу в гости. Если ты сходишь к кому-нибудь в гости, то ты не можешь посидеть у него до 11-12 часов ночи. Он будет сидеть и засыпать. Человеку ведь к 6-7 утра на работу нужно. У нас такого обычая нет, ходить по гостям. В Турции, например, мы могли сидеть в гостях до утра, отдыхать. Работали 2 месяца, 10 лежали. Здесь, если 2 дня подряд не будешь работать, умрешь с голоду. Так устроена страна. Что тут сказать? Через год моего пребывания здесь, в Нью-Йорке, была сложная ситуация. Черные выступали против белых, те бросали дома и уезжали. Я выкупил дом, где проживали 90 человек. Много разных проблем возникло. Были ссоры, драки, суды. Продолжалось это 2 года. Затем ситуация выправилась. Дом, который я покупал за $308 тысяч, я продал за 2 750 000. Затем мы выкупили бойню, поработали там какое-то время, но случился пожар и все сгорело. Затем мы купили это место. Здесь мы режем курицу вручную, чтобы мясо было халал. Здесь больше нет никого, кто бы делал то же самое. Мы же режем курицу вручную и ждем, пока душа не покинет тело. Такого нет во всей Америке. Работа у нас идет неплохо, никто с нами не конкурирует, больше нет такой бойни в округе. Allah yoktu Amerika'da. Amerika'da yoktu. Aman tüydü işi bize hepsine. Bizim bile köreşken de yoktu. Çünkü bullaya boğan yoktu bizden sonra. Bir gün meşinadan kozu bula içkilerini düşürürler. Как-то из машины выгрузили баранов и овец. Я наблюдал за ними. Они не смешивались между собою. Бараны держались по одну сторону, овцы по другую. Так как же нам не искать родных людей? Karışık birbirlerine karışmadılar. Adam olarak çoğunu izlemez misin? Если уж животные ищут себе подобных и не смешиваются между собой. Поэтому, если будет возможность, я каждый год буду ездить на родину. Да, бывают трудности, бываем загружены, работу не можем порой оставить. Иначе бы я каждый раз ездил бы, а то и жил бы там. Здесь мы, конечно, обосновались. Сын, дочь, родственники, все мы здесь. Конечно, не получается оставить их и уехать. А так видит Бог мое желание уехать и жить на Кавказе. Эта книга — подарок оттуда. Я постоянно ее просматриваю. Никогда, никогда не потерял и не потеряю ни капельки своей сущности. Я рад тому, что родился карачаевцем. Karaçaylı boğanıma da kullanamam. Приехал по гостевой и остался. Когда мы приехали, в 95-м мне были трудности первые 3 года. По 97-го года, 98-го. Потом я нашел работу хорошую, проработал там, еще одну работу нашел, в 2 работах работал. С 4 утра до 9, до 10 вечера работал. У меня были планы года на 2 приехать и уехать. Так случилось, что сложилось так, ну что задержался, остался. У меня был сил сделать документы и завести семью.
привезти семью сюда. Ну, о чем я мечтал, то сбылся. Я привез всю семью сюда. Дети все учатся, закончили все колледжи, двое учатся еще. Жена домохозяйка. Ну, а я бегаю, работаю. Ну, если бы даже остался там, я бы свое достиг бы тоже. Потому что я приехал в 95-м. В те годы можно было достигнуть много чего в России. Ну, так как я приехал сюда, у меня же варианта не было. Нет, ну, привык как-то. Мой долг помогать. Мой долг помогать своим родным. Как мы сестры, братья. Я очень многим помогал. Студенты, когда только приезжали сюда, я им находил жилья, квартиру, там, чем мог, я помогал. И встречал с аэропорта, привозил их, знакомил девчонками, мальчиками, делали пикники. Ну, патриот своего народа, ты патриот, ты должен быть патриотом. Человек, который патриот своего народа, он должен помогать народу своему и достигнет цели, которые ты думаешь, мечтаешь. У меня были планы построить мечеть там. Если это план, если мечта моя сбудется, я буду рад. Я думаю об этом. Я думал сперва или в Чукотке, или в Джигуте. Джигут — это родина моя. Ну, там в Чукотке построили много мечетов, а в Джигуте всего один. Скорее всего, будет в Джигуте. Или в ауле. Посмотрим. Seni tırsın Приехал я, когда мне было 13, почти 14, в августе. Честно говоря, когда я приехал, я думал, меня сразу же сюда привезли и сказали, вот, это Америка. А я думал, это какая-то деревня, знаешь. Чуть не удивился, конечно. А потом мне показали Нью-Йорк, все остальные места, а потом уже как-то реально стало. Больше всего я могу похвастаться своими достижениями по спорту. Если хотите, я вам могу показать кубки, которые я занял честно. Вот этот кубок я получил в международном соревновании среди Нью-Джерси. Это первое место в 2012 году. Я получил это самый хороший борец в Нью-Джерси. У меня еще один кубок. Вот это вот я получил по футболу. Это самый лучший игрок в команде. Это мне дал мой коуч, мой тренер. Вот. И эти все достижения мои. Я родилась в городе Эскишахар, жила в Турции и потом переехала сюда. Это внутри человека, какие у него жизненные взгляды. Некоторые люди будут говорить посредством картин, некоторые будут петь, некоторые скажут словами. Каждый делится своим способом. Мне нравилось писать. Я пишу с тех пор, как себя помню. Правда, не делилась ни с кем. Все копила в себе. И вот я приезжаю сюда, в США, и начинаю учить новый язык. В Турции тоже было так. Несмотря на то, что карачаевские и турецкие языки имели один корень, нас там никто не понимал. Таким образом, уже там я прекрасно понимала, что значит билингвизм.
birbirine aynı nemeden kelgelik, aynı tamurdan kelgelikke Türkliler bizim söyleşkenimizin köprüsünü anlamayla Türklilerin canında sonra ekitilin ne boğanın nemesini bileyim, filini bileyim. Da bulayda tilde köp, adamla kültürle köp. А здесь еще больше разных языков, культур, и сама я училась говорить по-английски, начинала с нуля. И когда человек начинает изучать новый язык, он на какое-то время забывает свой родной. Должен, скажем так, оставить его на какое-то время и погрузиться в новый язык. O saatte beni Türk dilini de Karaçay dilininden algan, Türk dilini kallay bir eri boğan, kallay bir köp saat aytabiligime ol til bile. И в этот момент я поняла, насколько карачаевские и турецкие языки красивы, насколько многогранно можно на этих языках изъясняться. Наш родной карачаевский язык забывается. Даже вот посмотрите, я сейчас говорю с вами, и насколько часто мешают турецкие слова в свою речь. И у меня возникло желание собрать все произведения на карачаевском языке воедино. Кто хочет, будет читать, кто не хочет, не будет. Но, по крайней мере, написанное останется. Пока не исчезло все, я собрала около 60 писателей и поэтов в одну книгу. Получилось 460 страниц. Вчера нанесла последние штрихи и отправила книгу. Сегодня она уже печатается. Я отдала этой книге всю душу, все сердце, все то, что умела и знала. Подобной книги в Турции не было, не знаю, как на Кавказе. Я собрала произведения из Турции и из Кавказа в одной книге. Такое случилось впервые. Быть карачаевцем — это нечто, что живет внутри тебя. Писатели, творческие люди должны быть лояльными ко всем народностям, должны относиться ко всем одинаково. У каждого народа есть свои достоинства, недостатки, всегда есть чему поучиться и перенять у других. Но несмотря на это, когда я слышу где-то вдалеке звуки гармошки, сердце начинает биться быстрее. Bulayda Karaçay degen saatinde men daha türlü düşüneme bir жерден булай bir kobuz tavuş kelgen saatta. Как мы садимся, встаем, как мы живем, все у нас другое. Родина, на мой взгляд, это место, где живут твои родные. И может потому, что все мои родные здесь, Турцию я не вспоминаю. Şimdi cerleni curtlağa adamla baylaydılar. Adam baylaydı. Cerlegede, toprakka da, curtlağa da. Sonra kesi adamların bari bulayda boğan için alayın aklıma gelmekti. Ama Kafkas desen Другое дело Кавказ. Такое ощущение, что я все время там жила. Я читаю много разных книг, опубликованных на сайте Эльбрусоид, и когда я вникаю в них, меня не покидает ощущение, что духом я близка к Кавказу. Bağalı qardaşlarımız, əgəçlərimiz, sizə ulu salam Amerikadan. İndi sizə bir cür savğağa, sağ olunuz.